Ассаламу алейкум, достар. Бүгін біз Ирана клиникасындамыз. Бұл жерде біз врач, невролог, паркинсонолог Жанар Шентемринадан сұхбат алатын боламыз. Ол кісі жоғары санаттағы врач, денсаулық сақтау магистрі. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Сіздің аты жөніңіз? Меня зовут Жанар Шентемировна. Я являюсь врачом-невропатологом клиники Ирана. Грыжа, омыртқа грыжасы дегеніміз не? Вообще диагноз у нас выставляется остеохондроз шейного, грудного или поясничного отдела позвоночника. Может сопровождаться различными изменениями дегенеративными. В первую очередь чаще всего обращаются пациенты с грыжей межпозвоночного диска. Чтобы пациентам и жителям было понятно, я немножко схематически объясню. Эти кубики схематически будем думать, что это позвонки. Да? То есть они могут быть шейные, грудные и поясничные, крестцовые. Да? Между позвонками находятся межпозвоночные диски. При различных повреждениях эти диски могут видоизменяться. Если мы имеем в виду грыжу диска, то идет грыжевое выпячивание, которое ущемляет нервные корешки, окончания, выходящие со стороны спинного мозга. Еще расскажу вам пару особенностей чисто из практики. Например, взять анатомически, да? Женщина, да? То есть получается вот шейный отдел у нее, грудной и поясничный. Чаще всего у женщин страдает шейный отдел, а у мужчин за счет анатомической структуры, то есть это вот плечевой пояс, да? И это таз. То есть за счет того, что здесь у нас шире, сюда падает давление. Таз у мужчин уже, чем плечевой пояс, поэтому вот это давление чаще всего у мужчин поясничный отдел страдает, у женщины шейный отдел. То есть в связи с анатомическими особенностями мужского и женского. Омыртқа грыжасымен келетін науқастар көбінесе қандай шағымдар айтады? В первую очередь пациенты жалуются на боль в поясничном отделе. Если, допустим, проблемы в поясничном, обязательно боль отдает нижние конечности. Это боль стреляющая, онемение может быть пациент настолько обездвижен из-за болевого синдрома, что просто тащит за собой ногу, да, потому что очень больно. Больно сидеть, больно встать со стула, больно ходить. То есть это острый период болевой синдром. Дальше схематически мы изображаем ноги пациента. Если, допустим, поражение в этой области, эта боль иррадиирует в нижнюю конечность. То есть часто пациенты говорят, боль стреляющая, да? То есть боль вот в таком режиме опускается в нижний конечность. Часто бывает, что может быть боли здесь и нет, но есть боль и онемение в нижней конечности. Но траектория поражения всегда находится там, где само поражение, да? То есть грыжевое выпячивание, которое ущемляет нервы наши. Таким образом, пациент приходит к нам с острой болью, с иррадиацией в нижнюю конечность. Ассаламу алейкум, ата. Алейкум ассалам, рахматуллахи баракатух. Мұны сәл еңкейіп, таңертең тұрып, бет еңкейіп тұрып, былай қол жуып, еңкейді ғой мына, сол нагрузка түседі. Кейін көп отыра алмаймын. Мынандай отырамын. Молда соқынып, андай көпшілік ішінде отыру қиын да. Кейін отырып тұру қиын. Нәтижелер. Сонымен енді былтыр күзден бастап сол түрлі неге барып жатырмын, жіберіп жатырмын, бірақ пайда болған жоқдан. Әсер етпеді. Ата, белдің ауруы аяққа бере ма? Иә, Қайсы аяғыңызға береді? Аяққа береді. Аяққа бергенде кәдімгі қатты ауырады. Мына түнде ауырады. Оң аяқ қатты ауырады. Мына сәл аз, мынау қатты ауырады. Кәдімгі мен көп алдым ұрып жатқандай. Мынақа дейін жаңағы зарлап ауырады. Мынау нерден дейді, бөксе. Бөкседен бастап, кейін былай бара бер, барған сайын қатты ауырады. Нерден төмен қарай страшно ауырады. Енді соны осы жерге жіберді. Назарларыңызға рахмет, арнамызға тіркеліп кетіңіздер, лайктарды басып кетіңіздер. Или, допустим, пациент пришел с болями в поясничном отделе, но проблема не здесь. Проблема в том, что у пациента сколиоз. И эта цепочка отсюда, неправильное давление, идет на поясничный отдел. То есть мы должны работать над выпрямлением. То есть разные схемы, мы должны все обдумать, врач должен анализировать и потом уже принять решение, с чего нам начинать. Допустим, да? Что нужно для этого? В первую очередь, это инъекционная терапия, обезболивание.
Пациенты не часто понимают, что это такое. Говорят, просто доктор назначил мне обезболивающие препараты, зачем мне это нужно? Это не просто так. Чтобы обезболить, мы используем нестероидные противовоспалительные препараты. Это обширная группа препаратов, которая не только обезболивает, но и снимает воспаление и отек в этой области. Тем самым пациент, у него снижается болевой синдром. После того, как мы обезболили, воспаление убрали, отек убрали, болевой синдром снизился, второй этап – это реабилитационное лечение. Что сюда входит? В первую очередь это кинезотерапия. Кинезотерапия пользуется различными методами. Это может быть и система Экзарта, и тейпирование. Различные методы, их очень много, поподробнее далее будем мы объяснять. Но основа это одно. Первое – это противовоспалительная обезболивающая терапия. Второе – длительный реабилитационный этап. 90% реабилитационной терапии приходится именно на кинезотерапию. Это длительный этап, потому что пациенты, которые приходят к нам после всех этих манипуляций, чаще всего уже не первый год страдают болями в спине. Поэтому для того, чтобы пациента поставить на ноги и вернуть его в рабочее состояние, нам нужен длительный этап реабилитации. Это зависит от базового состояния, да, пациента. Если у него имеется несколько грыж, осложненные, выпавшие грыжи, ущемленные и так далее, кинезотерапия займет, ну, допустим, от 3 месяцев и выше. То есть мышцы, которые располагаются на уровне спины, да, мы их укрепляем. То есть повторяющиеся однотипные движения, которые пациент, допустим, не может делать ежедневно, мы укрепляем эти именно мышцы, чтобы пациент мог ежедневно делать то, что он и привык, да, то есть вставать, сидеть, варить себе, кушать, на работе сидеть. Но этого недостаточно. То есть это какой-то первый этап, скажем так. Для того, чтобы укрепить эффект, чтобы пациент больше к нам не возвращался, этого недостаточно. Мы должны еще работать над мышцами пресса. Не только над мышцами спины, над мышцами пресса. Это второе. Третье, мы должны работать над мышцами ног. То есть это вся такая цепочка. Вы представьте себе, что это цепь. Одна двигательная цепь. Если вот эта цепь плохо работает, например, даже если мы взяли коленные суставы, да, если у пациента работают плохо коленные суставы, колено не сгибается, значит, что вот эта цепочка у нас выпадает. Она не выполняет свою функцию по укреплению мышечного корсета спины. Да? То есть, значит, что мы должны делать? Врач думает всегда. Он эту схему полностью обдумывает. Мы не думаем только о боли в спине. Мы ищем первопричину. То есть у пациента проблемы начались, потому что коленный сустав выпал из всей системы. Мы лечим колено. Сначала мы лечим колено, нога восстанавливает свою функцию, тем самым снижается нагрузка на поясничный отдел. То же самое голеностопный сустав. Если у пациента голеностопный сустав, чаще бывает, там, даже шпору, если возьмем, пациент не может наступать на стопу, все, вот эта цепочка пошла, тык-тык-тык-тык-тык-тык, и проблема образовалась здесь. Неудобная обувь. Допустим, даже взять женщин, которые носят каблуки, да, то есть неудобная обувь. Проблемы начались в голеностопных суставах, пошли напряжение мышц так, и опять мы пришли сюда. То есть мы должны смотреть на цепочку в целом. Где проблема у пациента? Проблемамен келдім, ана врачым жіберді. Бұл енді бұны түрлі тренажер бар екен, массажы бар, парафин беріп жатыр, жаңағы электромагнит дейді. Бұл істеп жатқанымыз миофациальный релиз массажы. Оның мақсаты фация мен терең бұлшықеттерді босаңсыту, қан айналымды жақсарту, сол арқылы тіннің қоректенуін жақсарту, ісінуді басу, сонымен қатар қимыл қозғалысты жақсарту. Арқаның классикалық массажы арқаның қан айналымын жақсартады, тырысып қалған бұлшықеттерді босаңсытады, көңіл күйді жақсартады және тағы да басқа жақсы әсерлері бар.
Методов наложения тэпа очень много. С какой целью? В данном пациенте мы накладываем дренажную, да? Так, просим пациента встать, наклониться максимально вперед. То есть между кожей и фасцией проходит лимфа, да? Чтобы был дренаж. Легко, медленно встаем, медленно встаем. Встаем. Вот, отлично. Появились складки. То есть мы делаем, чтобы воспаление – это отек, это боль, нарушение функций. И один из методов мы улучшаем дренаж. Отек быстро уходит, и там уже, как бы сказать, восстанавливаются вот эти мышечные структуры. Белдің ауырсынуы сәл болса да қойды ма? Бел әлі сәл ауырады. Мен намазға отырып оқышым. Өзі үшінші күн намазды кеше уже түрегеп оқыдым. Сен намазға тұрғанда, мынау былай тізені бүгіп отырасыз ғой, сәждаға, қатты ауырады. Кеше ауырса да, возможность бар да, мүмкіншілік бар енді осы. Осының әсері шығар деймін де. Омыртқа грыжасын алдын алу, яғни профилактика жөнінде айтып кетсеңіз. В первую очередь это поменять образ жизни. Нужно заниматься спортом. Мы не говорим о профессиональном спорте, да? Ежедневно должны быть определенные физические нагрузки. Здесь в нашем центре мы можем, так сказать, научить пациента поменять его образ жизни, образ мышления, скажем так. Потому что остеохондроз, грыжа – это не такое заболевание, скажем так, как гастрит или пилонефрит. Это заболевание, даже по сути это не заболевание, это то, что человек заработал годами. То есть он не вел активный образ жизни, у него есть лишний вес, он малоподвижный. После работы что обычно люди делают? Ужинают, ложатся на диван с пультом или с телефоном, все. То есть это все способствует тому, что повреждаются наши позвонки. И пациент рано или поздно обратится к нам с болевым синдромом. Поэтому мы должны в первую очередь заниматься спортом. Пусть хотя бы 20-30 минут с утра делаем разминку, больше ходить пешком. Желательно не поднимать тяжелое. То есть тяжелая физическая работа тоже способствует повреждению, да, межпозвоночных дисков. И самое главное, не употреблять в еду такие продукты, как газосодержащие. То есть сейчас молодежь очень любит, да, кола, фанта, горилла, все это содержит газосодержащие вещества, которые, к сожалению, повреждают наши позвонки. Такие, знаете, не такие уж незамудренные вещи, которые каждый человек может сделать. Бұл жерде арқаның терең бұлшықеттерінің созуының екі тәсілі көрсетілген. 16 рет қайталаймыз, оңға соңға 3 подходтан. Бұл жерде арқаның бұлшықеттеріне арналған бірнеше жаттығулар көрсетілген. 3 подходтан 10-15 рет қайталаймыз. Бұл жаттығулардың мақсаты арқаның бұлшықеттерін қатайту.